Здравствуйте, дорогие друзья! Школа мордовских языков, а также его ведущие я, Андрей, и моя любознательная и задорная помощница Лисичка Ривиська приветствуют вас на уроке ирзянского языка. Ребята, здравствуйте! Друзья, на прошлом уроке мы говорили с вами о домашних животных и учились называть их по-ирзянски. Сегодня... Андрей, а можно я подскажу ребятам, какую тему мы сегодня будем изучать? Конечно, Лисичка! Друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовила, и угадайте, о чем сегодня будем вести речь. Заглянули мы в леса. Что за чудо-чудеса? Белка скачет по деревьям, под кустом сидит лиса. На ветвях сидят пингвины, льву большому чешут гриву. Мышь гоняет кенгуру, а медведь дерет кору. Вот такой веселый лес, в нем полным-полно чудес. Правильно, ребята, сегодня мы будем говорить о диких животных. Только Лисичка решила вас чуть-чуть запутать. Конечно, вы все прекрасно знаете, что пингвины, львы и кенгуру не живут в лесах. Молодцы, ребята! На сегодняшнем занятии мы познакомимся с новыми словами и выражениями, которые связаны с темой «Идем ракшатне» – дикие животные. Лисичка, ты как нельзя лучше знаешь, где живут дикие животные. Конечно, в лесу. По-ирзянски лес – это вирь. Правильно, Лисичка. Леса – это живое чудо нашей планеты. Там, где шумят леса и текут полноводные реки, живут братья наши меньшие, дикие животные. Что может быть лучше прогулки по светлой солнечной березовой роще или по таинственному сказочному ельнику? Лес прекрасен в любое время года, но лес – это еще и родной дом для его обитателей. В этом огромном доме живут хищные, травоядные и всеядные звери. Друзья, назовем имена хищников на ирзянском языке. Ребята, повторяйте за мной. Вельгис – волк, лась-камо – вирь-катка, рысь, ривесь – лиса. Все верно, молодцы, ребята. Многие из животных питаются сочными травами, хвоей, побегами кустарников, ягодами, грибами. Их называют травоядными. В мордовских лесах обитают следующие травоядные животные. Ребята, назовем их вместе. Нумоло – заяц, сярдо – лось, ур – белка. Запомнили? Молодцы! А еще в лесах обитают животные, которые питаются как растительной, так и животной пищей. Их называют всеядными. Кто к ним относится? Виртуво – кабан, овто – медведь, сеель – еж. Молодцы, лисичка и ребята. Только животные живут не только в лесу. У мелких речушек и больших рек Мордовии встречаются бобры, андатры, выдры. Эти грызуны приспособлены к полуводному образу жизни. Назовем их тоже. Ведь-катка, андатра, ведь-пача, выдра, мияв, бобр. Андрей, а еще в Мордовии встречаются разные породы птиц. Правильно, лисичка. О птицах, конечно, мы тоже будем говорить, только на следующем нашем уроке, потому что наша встреча подошла к концу. Итак, друзья, наш урок на этом завершен. Сегодня мы с вами узнали о животных, которые обитают в лесах и у берегов рек Мордовии, и научились называть их на ирзянском языке. И в завершении нашего урока мне хотелось бы вам сказать по-ирзянски. Ван стодо перпельксенть, вас то мазонок вечки виксьялгат. Берегите природу. До свидания, дорогие друзья! Кто не мазы, у Маричу, кто